Zaman hayır olsun saygılı seyrediciler. GRT kanalında programa Ecel Ecel sizinle onun götürücüsü Людмила Novak. Biz bugün bulunuyoruz Çadırlunga kasabasında, Çadır Kultura Merkezi'nde. Bizim programın kahramanı baletmeister, koreograf Yalama Tatyana Ivanovna. Tatyana Ivanovna bir pek interesli bir insan. Onu bilir Dilsadi Çadır kasabasının yaşayanları, hem uşaklar anılarından o anlatlanır, bütün yaşamak ama bilir hepsi bütüne Gagauzya. Tatyana Ivanovna zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Tatyana Ivanovna, geçelim bir damla Rus diline. Bilirim siz zorlanırsınız Gagauz dilinde ama hep o kadar anlarsınız Gagauz dilini, seversiniz Gagauz dilinde, ne için ki yaşarsınız Гагаузияда. Татьяна Ивановна, хотелось бы вернуться в далекое детство. Веселая пора. Мы буквально на днях отметили День защиты детей, поэтому вот эти вот детские воспоминания, наверное, они еще на слуху и в памяти многих людей. В это время, детское время, оно самое веселое, беззаботное. Расскажите о себе, о маленькой Татьяне. Скажите, вы родились в Чедерлунге, либо в каком-то другом городе? Я родилась в Чедерлунге, и это 65-й год, и для моих родителей было немножко и трудновато, как говорится. У меня брат есть еще, старший. Но, как мама говорила, я очень шустрая была в детстве, что меня больше отправляли в село к тете. И я там куролесила, как говорится, много. Я, в общем-то, шустрая была. То есть энергия била, да, била ключом с самого детства. Да. И я, как помню, я всегда пела. Что в садике, что в школе. Я не помню, чтобы я везде участвовала во всех мероприятиях. Когда закончила школу, меня мама привела сюда, в этот дом культуры. А здесь был директор Леонид Александрович Золотарский, а они когда-то дружили, потому что моя мама работала в Доме пионеров, а сейчас это Дом творчества. Ну, вообще были знакомы они, потому что моя мама когда-то начинала танцевать кадынжи. В общем, когда я пришла сюда, я спела, ему понравилось. И он сказал, говорит, я бы с удовольствием ее взяла на работу, но ей только 17 лет. Тогда брали на работу с 18 лет, понимаете? И получилось так, что я полгода просто работала на ковровой фабрике. Но я научилась делать ковры. То есть за что бы вы ни брались, вы в любом случае отдавали все свои знания, упорство, труд и желание научиться новому. Да, мне понравилось вот этот процесс, который там, это круто. До сих пор мне нравится это самое. Если было бы у нас здесь станок, я бы этим как бы сейчас, это было бы моим хобби. Потом я, в общем, я пела. Потом меня помогли поступить в Сорокский культпросвет училище. Я когда проходила специальность, очень учителя понравилось, как я пою, и сказали, только сдай экзамены. Это когда вступительный экзамен был? Да. И вот я сдала и начала учиться. Я вообще-то по специальности хоровик-дирижер. Это о каком периоде времени мы говорим? Это годы какие? Годы это 84 год по 86-й. Я единственный там человек, который пела на русские народные песни. Там когда-то в Сороках были инструменты, и вот преподавали русские инструменты. В общем, и эти учителя собрались играть ради меня, понимаете? Это дорого стоит. Расскажите, как появился интерес именно к русским народным песням? Как вы для себя, это вам было близко по духу? Каким образом вы выбирали для себя то, чем хотите заниматься и обучаться?
Откуда это пришло? Я даже не знаю, вот у меня голос, и я когда начала петь в школе, мой педагог по пению, он начал выбирать мне, видимо, по тембру голоса, по характеру именно русские народные песни. Так и пошло. Период учебы в Сорокском училище музыкальном, чем он вам запомнился и что вам дало на будущее? Какие профессиональные навыки, качества? Ну, знаете, нечего. Вот сейчас я вот больше всего думаю, что когда мы учились в Сороках, там нас учили быть руководителями тарафов, хоровиков, библиотекарей. И это начинание всей культуры, понимаете, это азы, это методика, это преподавание. Тогда очень этому ценилось, понимаете. И я считаю, что я прошла очень хорошую школу. Даже лучше, чем в институте, потому что... Вы отметили, что преподавательский состав был собран и подобран, можно сказать, даже под вас, да, под именно пение. Да, Вы были единственной в этой группе ученицей? Да, да. Каково быть единственной, когда все внимание учителей концентрируется именно на вас? Это очень смешно, как говорится. Морально сложно ли? Да, сложно, потому что все учителя, они такие опытные были, но они меня всегда поддерживали, всегда. Даже если я накосячила один раз, они ничего страшного, все пройдет, все хорошо, только не расстраивайся. Вот у нас поддержка всегда была такая. Помните, если у вас с того времени какая-то наиболее запоминающаяся песня, которая именно ассоциируется с этим временем? Сапожки русские. Четверостишье. Ой, я забыла. Я забыла, я же давно не пою. Я вам напою совсем другую песню. То, что я пела своей дочери на свадьбе. Один куплет я спою. Вью над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, расстилается парень у ворот, ой, парень у ворот, ой, парень у ворот. Дожидается. Отлично, отлично. Этот репертуар возвращает в период советских фильмов. Да. Сразу вот воспоминания, как будто бы вот туда Я катятся. и видела этот фильм, где парень именно поет эту песню. Такая трагическая была ситуация. Он попал в аварию, и получилось так, что он... Пока восстанавливался, вот он умел играть на гитаре, и вот он пел эту песню. И мне что-то она запомнилась. Я считаю, что это как свадебная... Я думаю, что вашей дочери очень понравилось, и, скорее всего, даже слезы на Ой, глазах они были. оба плакали. Ну, так. Скажите, после этого времени заканчиваете вы Сорокское музыкальное училище. Ваш жизненный путь, куда он приводит в дальнейшем? Вы приезжаете обратно в свой родной город. Чем занимаетесь дальше? Какой путь для себя выбираете? Ну, путь я себе даже и не выбрала. Это получилось так, что это такое. Я когда приехала, я здесь... Я получала стипендию с колхоза. Понимаете, я должна была отработать. Это как в плане по направлению отправляли на учебу? Да. И получилось так, что меня не отпустили, хотя мой педагог по вокалу договорился со своим другом, который работал в ГИТИСе в Москве, что я приеду, он меня подготавливает, и я приеду и буду учиться в ГИТИСе. В Москве? Да.
Но так получилось, что меня не отпустили отсюда, с Чедерлунги. Это И я осталась, того времени да, руководства. да, и я осталась здесь. И получилось так, что я работала в колхозе всего лишь полгода. Ну, так получилось. Потом вышла замуж, дети. Очень трудно было 90-е. И пока я нашла себя, это годы прошли. И очень тяжело было. Пока вы пришли к той профессии, чем занимаетесь сейчас, своим любимым делом, через что пришлось пройти, и, как вы отмечали, опробовали и ковроткачество, что еще пришлось опробовать в плане профессии для того, чтобы найти свой путь? Я хочу сказать, что 90-е, когда менялись директора, я поняла, что песни никому не нужны. Ну, так получилось. Тем более у меня тогда в семье была трагедия, и она, конечно, не одна была. У меня был сын инвалид. И я пока себя искала, но мне помогла работа. Чтобы я не входила в депрессию, мне помогала это вот Справиться с этими трудностями и со стрессом. И эти стенки – это мой родной дом, вот этот ДК. И понимаете, что получается, что и когда здесь восстановили танцевальный коллектив Кадынж, я пришла. Даже если у меня там дома это самое, я поговорила с мужем, он мне никогда не отказывал. Я пришла, я начала учиться, я танцевала. А потом получилось так, что 10 лет моего труда уехали мои педагоги, руководители уехали. И получилось так, что в 2007 году нас распустили, но вот придя к власти Ирина Федоровна, нас восстановили. Мне просто пришло предложение возглавить и собрать коллектив, и вот я и возглавила Кадынжу. Но в 2006 году, вообще-то у меня был еще один ребенок, и в 2006 году у меня умерла девочка, дочка. И получилось так, что, чтобы я опять не я просто создала коллектив, вот танцевальный «Чудо-дети». Оно так просто пришло такое. Все-таки внутренняя эта любовь к детям, оно вылилось у вас в любовь действительно ко всем детям. Мне не хватало того, что вот я должна была вложить в своих детей. Я просто собрала деток, и я ходила даже в детский сад, их выбирала в 3 часа. Они еще спали, я брала, приводила всегда в ДК, я их учила. Так и создался коллектив «Чудо-дети». Это в каком году? Это 2007. Они такие забавные были. И когда вот первый раз у нас были восходящие звезды, и они здесь выступали, и я думала, ну как же их назвать? Почему-то ни восхождение, ни то, ни сё. Вот чудики. Вот чудо-дети. Просто. Оно пришло от души. Оно пришло само по себе. И вот это до сих пор продолжается. Уже поколение, где-то 4-е поколение проходит уже. Это отлично. Танец, это, наверное, показывает танец, как и песня. Оно обнажает и раскрывает душу человека. Скажите, Татьяна Ивановна, вы обучались больше мастерству пения. Танцы – это все рядышком, идет рука об руку, Да. песни и танцы.
Тяжело ли было обучиться танцам здесь уже в самом городе и быть и танцором? Ну да, получается... Какой был этот путь? Этот путь, я хочу сказать, что когда... Я вроде бы пою всю жизнь, пою русские народные песни, но когда мы начали учить русский танец, я поняла, что я ничего не понимаю в это. И ритм, связанный с танцами, это две большие разницы. Вот тогда я это поняла. Когда ты поешь песню русскую, это одно. А когда ты танцуешь, этот ритм, это такты, это все, это совершенно другое. Казалось, что вам должно, казалось бы, даваться очень легко Да. и легче, чем остальным. Мне очень трудно в это самое. Мне не получалось, эти дробушки не получались. И вроде бы я старалась, и мне ноги такое ощущение, что они не слушались. Ой, это вообще... Через что пришлось пройти для того, чтобы стать мастером своего дела? Ну, я не знаю. Через труд. Я считаю, труд – это самое сложное. А когда я начала уже думать о том, что ставить танцы, я перелопатила все в интернете, смотрела, училась даже в интернете, у кого-то это самое, вот брала уроки, понимаете? И оно так пришло. И Сколько лет помощь. вы сами танцевали? 10. 10 лет. Да. Это были выезды куда-то, либо это смотры самодеятельности, либо это концерты городские? Ну, мы выезжали в Белоруссию, мы выезжали в Турцию, здесь, на Украину мы когда ездили еще в Советском Союзе, я пела. Мы были в Кабардино-Балкарии, это еще был Советский Союз, мы были там. Но там совсем другое, там танцевали совсем другие. Но мне это нравилось, и это самое. Я и пела, и другие танцевали. Это классно. То есть вы были, как можно сказать, солистом? Да. Вы солировали и пели, и танцевали в самом коллективе? Но танцевали это потом стало. Это потом. Все потом. Как пришла идея, вот вы отметили, что 10 лет танцевали, приходит тот период времени, когда вы решаете сделать очередной шаг в своей профессии и уже создать коллектив? Но я хочу сказать, это обстоятельства, то, что руководители, те, которые были у нас, они уехали, и я просто, получается, подменила, и я начала Чтобы это работать. дело не пропадало. Да, не пропадало, да, и я начала. Но мы всегда созванивались, всегда, я ей рассказывала, я звонила, говорю, вот я придумала вот так вот, и вот такой танец. То есть их авторитет да, в любом случае у вас оставался? До сих пор мы общаемся, до сих пор я консультируюсь у нее, как это сделать, и она меня всегда говорила, что гагаузские танцы, они не такие уж и сложные, но надо придерживаться, понимаете? Это Вот о ком мы говорим? я хочу сказать, это от Софии, от Сони Карафизи. Это моя подруга и мой руководитель, и еще ее муж, который когда-то учился в Няго, именно как танцор. И она, и он. И Андрей, и Соня. Вот для И них. они уехали в место жительства и поменяли? Да, они уехали в Россию, они сейчас в Москве. И вот. Но мы до сих пор я с ними в контакте. Сложно ли было сначала быть человеком, который выступает на сцене, поет, танцует, и менять роль руководителя? Это немножечко другая ответственность, это уже менеджерские способности, это еще другие дополнительные способности. Это так, организовать... Это так приходило постепенно. Как это вам удавалось? Получилось так, что я еще работала здесь режиссером массовых мероприятий, и вот эти вот разные... как сказать, и «Буджакская красавица», «Принц-принцесса», это все накладывалось и в опыт. И когда я сделала десятилетие, и я сама придумала сценарий своего коллектива десятилетия, мне понравилось.
Десятилетие коллектива «Чудо-дети», мы говорим Да, об это этом. было в 2017 году. Я сделала десятилетие коллектива «Чудо-дети». И вот все, что я придумала вот на сцене, не декорации, а вот и декорации тоже это. Но хочу сказать, что вот это все было мои мысли, моя идея, и я это воплотила. Если вернуться в период, когда вы, 2007 год, вы принимаете решение о создании детского танцевального коллектива. К вам пришла эта идея экспромтом, либо вы шли к ней долго для того, чтобы собрать талантливых детей города и дать им специальное образование, дать им свои знания, свой опыт? Пришло, если бы не мое горе, как говорится, в моей жизни, оно, может быть, и не пришло бы. Но так получилось, что вот это дало толчком создать этот коллектив. Людей, есть категория людей, у которых горе их больше закрывают. Люди замыкаются в себе и стараются это все не показывать. У вас же это вылилось в любовь к детям. Понимаете, у меня тогда осталась дочь, и я должна была не вводить себя в это состояние депрессии, а я должна еще воспитывать ее. И вот чтобы не показывать, что мне больно, что у нас все это самое, я и создала этот коллектив, и это вылилось. Вот до сих пор, как говорится, вылилось это. Первые шажочки создания коллектива. Вы говорили ранее, что вы ходили в детский сад. Это был отбор. Каким образом вы отбирали деток и какого возраста? Это говорили с родителями, поскольку это совсем маленькие дети. Я сначала дала объявление, пришли родители, просто записались, и получилось так. Это шестилетки. Вот 6 лет. Сначала я не понимала, вот понимаете, даже если ребенок и взрослый, когда они еще не работал с детьми, а ты только имеешь только дочь, это одно. Но когда ты работаешь с чужими детьми, это совершенно другое. Я их воспитывала, они меня воспитывают. Они до сих пор меня воспитывают. Они мне не дадут, мне кажется, что мои дети, вот, которые приходят, они просто не дадут мне постареть. Молодость всегда и везде со своими детками. Да. Когда я говорю, сколько мне лет, всегда говорят, да неправда. Они не верят. Чувствуете ли вы, что ваши дети вас заряжают энергией и позитивом каждый день? Да, да. Хотя я иногда злюсь на них, но они стоит мне только разозлиться, они, Татьяна Ивановна, мы вас любим. И у меня сразу проходит. Скажите, помните ли вы свои первые репетиции с детьми? Это было разучивание каких-то движений, либо вы просто с ними познакомились? Ой, и мне, между прочим, тоже было тяжело. Я привыкла, как бы я танцую так, что вот я показала, и должны все выполнить мои движения. Так не получается. Надо делать 1 раз, 2 раз, 3, 100 раз надо показать этому ребенку, что нужно, как правильно это сделать, понимаете? Это терпение. Не зря говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Да, да. Я же говорю, Несмотря на взрослого, ребенок быстрее учится. Я же говорю, что они меня воспитали терпеливости и настойчивости. Вот у меня такая черта, что я не просто хочу так, чтобы это было. Я настаиваю, чтобы это было качественно. Наверное, вот это качество, которое должно быть в танце, оно у меня от моего папы. Расскажите о своих родителях. Что вы помните о них? И о своем детстве с родителями, и в последующие годы? Папа и мама были... Папа рабочий, мама просто техничка была. Но она работала в доме
пионеров, сейчас это Дом творчества. И я часто ходила туда, в Дом пионеров, и это, как говорится, все это мне знакомо с детства. Мы часто делали во дворе, мы собирались с детьми и делали концерты. Садились все наши родители, и мы выступали перед ними. Это так, сейчас, конечно, это смешно, но это все было так. У нас много было тогда на улице детей, и очень много соседей было, и мы дружили. Понимаете, что в тот период люди, они не понимали, что не сами за себя, а они друг друга поддерживали. Была сплоченность. Сплоченность и доброта, и то, что на телевидении были еще сказки, мы на этом и, как говорится, воспитывались. Добрые сказки, добрые мультфильмы. Да, это сейчас... Понятные герои. Да, да. И так. Хотя было такое, что когда начинаешь куролесить, как говорится, боишься, что тебя отругают. Да, ругали и правильно делали. И правильно делали. Может быть, сейчас дети, к сожалению, лично общаются меньше друг с другом. Может быть, потому что и устраивались различные коллективные игры, потому что дети больше взаимодействовали друг с другом, находились больше на детских площадках. Соседские дети чаще виделись друг с другом. Да, мы просыпались, и мы шли в школу. Мы в одной школе учились, кто-то в другой школе, но мы все были всегда рядом. Нас и с улицы звали, уже было 10, и там только потемнело, нас звали домой. Мы даже не хотели уходить. Я не знаю, мы играли. У нас даже случай был у нас. Это было зимой. Мы с братом шли на речку, а у нас рядом речка. И он вел санки, я за ним, и мы попали в воду. Мы не пошли домой. Все наши соседи, не соседи, а ребята, мы пошли в парк, они зажгли костер, высушили нам одежду, и мы пришли домой. Мама, когда увидела, она ужаснулась. Но это было, понимаете, это сплоченность была, это чтобы нас только не отругали. Двое детей у вас было Да. в семье? Да. У брата похожая ситуация в плане творчества, либо он пошел своим путем? Ну, он в детстве пел тоже. То есть Да, задатки были и у него? я помню, что он пел, кажется, в детском союзе, в школе, про крокодила Гену. Так, но он не пошел. Откуда у вас, вы задумывались, откуда у вас любовь к творчеству, к танцам, к песне? Никогда. Я же говорю, я всегда пела. Я даже не знала, вот мне это нравилось. Просто-напросто. Родители как относились к вашему выбору? Они всегда были за меня. Главное, чтобы было все нормально и хорошо. Они меня всегда поддерживали. Именно в плане творчества, именно это сам, они мне никогда не сказали, что вот, пойди учись туда. Нет. Я же говорю, меня мама сюда привела. Это все сказано. Вы, уже будучи руководителем, будучи хореографом, замечаете, что если родители поддерживают талант своего ребенка, у него это лучше получается, и он дальше пойдет, нежели те родители, которые считают, что ребенку нужно что-то посерьезнее. И знаете, я когда-то хотела в музыкальную школу пойти в детстве. И мой папа отказал в плане денег. Это необходимо было оплачивать. Да.
тогда, и это самое. И он посчитал, что это мне не надо. Ну, так получилось, что все равно я связала себя с культурой. Решение было принято поступать в музыкальное училище, соответственно, это уже были мысли, что когда-то в будущем и профессия будет связана с этим. Да, я очень хотела петь. Хотелось бы завершить нашу программу на такой позитивной ноте, как мы начали, чтобы вы что-либо спели нам. Веселые песни я не пою, давно не пою, ни валенки, ни коробейники. От души. Вот как вы ощущаете себя на сегодняшний день, на текущий момент, чтобы вы нам спели от души и нашим телезрителям? Горницы моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Это всем родителям, мама и папа. Я благодарю вас, Татьяна Ивановна, за участие в нашей программе, за то, что вы согласились принять в ней участие, за то, что рассказали о самом сокровенном, о своем любимом деле, о своей семье, о своих переживаниях, о своих планах, о своих детках, чудо-детках. Надеемся, что они как радовали телезрителей, зрителей своими выступлениями, своим творчеством и теми знаниями, которые вы им передаете изо дня в день. Будем надеяться, что и дальше они будут также радовать всех нас и, соответственно, вас. Спасибо большое. Человека, которого им передает эти знания. А вам мы желаем крепкого здоровья и многих-многих долгих лет. Сил вам, терпения и в дальнейшем также заниматься Спасибо большое. чудо-детками. Я Спасибо. благодарю вас. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что мы сегодня находимся в Едином культурном центре муниципия Чедерлунга, а наш гость Татьяна Ивановна Ялама, хореограф Единого культурного центра и заслуженный работник Гагаузии. Оставайтесь с нами на канале ГРТ.